Добрый день, уважаемые слушатели! Отделение Банка России совместно с Коми-республиканским институтом развития образования продолжает образовательный курс для педагогов в рамках повышения квалификации педагогических работников. Сегодня вашему вниманию предлагается новая тема о новом инфраструктурном проекте в сфере финансовых технологий Marketplace. Если у вас возникнут вопросы, вы можете к нам обратиться по телефонам 28 00 14 или написать на сайт по адресу электронной почты, который будет указан у нас в конце презентации. Приятного прослушивания. Спасибо. Добрый день! Финансовые технологии активно развиваются и меняют ландшафт финансового рынка. Они становятся неотъемлемой частью всех видов финансовых услуг: и кредитования, и платежей и переводов, и страхования, и инвестирования, и сбережений, трансформируя бизнес-модели и повышая их клиентоориентированность. Такая технологическая трансформация финансового рынка, безусловно, требует изменения подходов со стороны регулятора. Технологические проекты позволяют ускорить, удешевить, сделать более доступными финансовые услуги, и Банк России смотрит на развитие финансовых технологий не просто как на модное направление, но прежде всего как на механизм снижения издержек для граждан и предприятий, когда они пользуются финансовыми инструментами. Банк России видит свою основную роль в содействии развитию технологий и конкуренции на финансовом рынке, его демонополизации и создании условий для повышения качества, удобства и скорости предоставления финансовых услуг. В связи с этим Банком России осуществляется внедрение и развитие платформенной модели организации рынков путем создания национальных цифровых платформ. На рынке с развитыми платформенными бизнес-моделями формируется проконкурентная среда, участники которой используют потенциал платформы для форсированного развития рыночных конкурентных преимуществ, таких как формирование уникального продукта, повышение операционной эффективности и улучшение отношений с клиентом. Они эксплуатируют барьеры переключения потребителей на других поставщиков, что характерно для экосистемной модели. То есть платформы действительно делают услуги широкого круга поставщиков финансовых услуг доступными людям в любом регионе, в любом населенном пункте. Это возможность для людей выбрать более выгодное и более качественное предложение, а для финансовой системы в целом это, безусловно, усиление конкуренции. Банком России совместно с участниками рынка, финтех-компаниями и заинтересованными государственными органами реализуется целый ряд масштабных проектов в сфере развития финансовых технологий. В целях обеспечения безопасности, а также доступности финансовых и иных услуг в цифровом виде и развития конкуренции Банком России осуществляется внедрение и развитие удаленной биометрической идентификации, инфраструктуры цифрового профиля гражданина, системы быстрых платежей, платформы MasterChain. Ну а сегодня мы с вами остановимся на самом актуальном и популярном насущном проекте Marketplace. Вы узнаете, для чего был инициирован данный проект, в чем заключается его надежность, что можно купить на Marketplace, кто сейчас работает в этой системе. Также мы с вами рассмотрим, в чем состоят преимущества этой системы и как начать ей пользоваться в первый раз. И кроме того, получим ответы на часто задаваемые вопросы. Итак, впервые проект Marketplace, его концепция была презентована в октябре 2017 года на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис». Банк России инициировал этот проект, и его целью является создание законодательной и нормативной базы для дистанционной розничной продажи финансовых продуктов и услуг по всей стране, без географических ограничений, с регистрацией таких сделок в специальном реестре, регистраторе финансовых транзакций, или, если коротко, РФТ.
В июне 2018 года в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге был презентован прототип и пилот проекта. Затем последовала разработка законодательной базы, и вот, наконец, летом этого года Государственная Дума приняла закон 211 ФЗ о совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы и закон «Спутник» о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы. Marketplace, с одной стороны, открывает равный доступ пользователям к широкому спектру финансовых услуг 24 часа в сутки, вне зависимости от местонахождения, а с другой стороны, формирует предпосылки для развития конкуренции на рынке и оптимизации финансовых сервисов. У компаний, независимо от их размера, появляется дополнительный канал привлечения новых клиентов. На первом этапе продуктовый ассортимент будет включать банковские вклады, государственные и корпоративные облигации, паи паевых инвестиционных фондов, ПИФ, полисы ОСАГО и ипотечные кредиты. Уже сейчас для граждан доступны депозиты, полисы ОСАГО, облигации одного из субъектов Российской Федерации и паи паевых инвестиционных фондов. В перспективе линейка продуктов будет расширена за счет других кредитных, страховых, инвестиционных и иных финансовых продуктов. И еще очень важный момент, что реализация данного проекта не предполагает государственных инвестиций, то есть полностью ее построение происходит на рыночных принципах. Рассмотрим инфраструктуру системы. Система функционирует по принципу plug and play, подключайся и играй, и объединяет следующих участников. Это финансовые платформы, это поставщики финансовых продуктов и услуг, регистратор финансовых транзакций и сайты-агрегаторы. Давайте теперь рассмотрим каждого из участников более подробно. Кто же такие финансовые платформы? Это площадки, на которых взаимодействуют финансовые организации и клиенты для заключения сделок. Задача платформы состоит в автоматизации взаимодействия сторон и обеспечении удобства совершения финансовых транзакций. То есть платформа – это, по сути, такой интернет-офис всех подключенных к ней банков и других финансовых организаций, которые предлагают свои продукты. Пользователи могут сравнивать эти продукты, выбирать то, что подходит именно им. И все это можно сделать на онлайн-площадке без похода в офис финансовой организации. По закону 211 ФЗ о совершении сделок с использованием финансовых платформ все платформы должны соблюдать требования по информационной безопасности, защите персональных данных пользователей платформы и обеспечивать бесперебойную работу системы. Финансовой платформой может быть компания, минимальный размер собственных средств которой 100 миллионов рублей. Финансовой платформой не может быть банк или другая финансовая организация, но в то же время запрет на совмещение деятельности не распространяется на организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы. По закону все операторы финансовой платформы должны быть включены в специальный реестр Банка России. Его вы можете увидеть на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Инфраструктура финансового рынка. Операторы финансовых платформ». Или можно зайти через раздел «Развитие финансовых технологий. Marketplace». На данный момент, на сегодня, в реестре операторов финансовых платформ находятся 3 оператора. Это Московская биржа с платформой Финуслуги, это ВТБ-регистратор с платформой по продаже внебиржевых облигаций и специализированный депозитарий Infinitum с маркетплейсом «Финансовая платформа». Первой в октябре текущего года стартовала платформа Московской биржи Финуслуги, которая на данном этапе предоставляет возможность открыть вклад
и оформить электронный полис ОСАГО. Для доступа на платформу клиенту необходимо ввести логин и пароль, используемый на портале госуслуги. Дальше предстоит один раз пройти личную идентификацию. Для подтверждения личности в настоящий момент предусмотрено, что к пользователю приедет представитель платформы. Но такой контакт однократный, он только при приеме человека на обслуживание на финансовую платформу. Дальнейшие операции и сделки будут бесшовными со всеми подключенными банками, то есть повторная процедура оформления в каждый банк по отдельности не требуется. Пока платформа Московской биржи охватывает 28 регионов, Республика Коми пока не вошла в их число, но в дальнейшем ожидается расширение географии охвата Московской биржи. И кроме того, после принятия соответствующего законопроекта ожидается, что в системе заработает биометрия и необходимость личного контакта с клиентом попросту отпадет. Платформа обеспечивает все этапы заключения договора с банком, безопасный перевод денежных средств для открытия вклада, доступ к информации о состоянии счетов и дальнейшие операции, такие как пополнение, снятие, закрытие вклада. В настоящее время к платформе подключены 6 банков. Ожидается, что до конца этого года к платформе присоединятся еще порядка 10 кредитных организаций. 26 ноября текущего года стартовала вторая платформа, это ВТБ-регистратор, который запустил маркетплейс облигаций. Финансовая платформа ВТБ-регистратора – это электронный канал реализации финансовых продуктов, дающий потребителю возможность приобрести бумаги, которые не торгуются на бирже. Этот сервис дает возможность физическим лицам в онлайн-режиме сравнивать, приобретать предложения различных эмитентов, обеспечивая дистанционное взаимодействие между инвестором и эмитентом, безопасное заключение сделки, ее оплаты и поставки уже непосредственно финансового продукта. Все расчеты на платформе проходят через специальный номинальный счет. А оплата эмитенту поступает только после зачисления финансового продукта на отдельный специальный счет в реестре владельцев. Первыми доступными продуктами на платформе станут внебиржевые облигации субъектов Российской Федерации. Старт произошел с одного продукта – это внебиржевые облигации Томской области. Но, безусловно, это лишь первая стадия, в дальнейшем ожидается расширение линейки продуктов. Буквально на днях, 10 декабря, состоялся старт платформы специализированного депозитария Infinitum. Он запустил для граждан торги паями паевых инвестиционных фондов ПИФ на маркетплейсе «Финансовая платформа». В дальнейшем продуктовая линейка платформы расширится за счет других продуктов рынка коллективных инвестиций. Теперь рассмотрим, кто является поставщиками финансовых продуктов и услуг в этой системе. Это банки, страховые компании, управляющие компании, эмитенты корпоративных и государственных облигаций, продукты которых доступны для оформления онлайн на финансовой платформе. Регистратор финансовых транзакций или РФТ создан на базе Национального расчетного депозитария, входящего в группу Московской биржи. РФТ – это реестр хранения юридически значимой информации по совершенным на платформах сделкам. После оформления сделки на финансовой платформе вся информация по сделке автоматически попадает в РФТ. По закону запись в РФТ гарантирует человеку защиту в суде, в том числе в части доказательства совершения сделки. Параметры сделки будут указаны в выписке, которую можно получить через сайт госуслуги. Там предусмотрена отдельная услуга, через которую можно будет заказать либо историческую выписку, либо выписку на определенную дату. При этом необходимо отметить, что эта услуга бесплатная. Как скоро можно получить выписку после совершения сделки? Выписку из РФТ можно получить через портал госуслуг не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления информации о совершении соответствующего действия, либо наступления соответствующего события.
На первом этапе в РФТ будут попадать только сделки с финансовых платформ, которые имеют такой статус с точки зрения законодательства и включены в реестр Банка России. В дальнейшем планируется развитие по принципу одного окна, и РФТ станет некой такой в кавычках записной книжкой, где будут содержаться сведения по всем финансовым сделкам клиента. Теперь рассмотрим, кто такие витрины-агрегаторы. Это интернет-ресурсы и мобильные приложения, предоставляющие клиенту возможность сравнения и выбора финансовых продуктов. Основными параметрами выбора могут быть, например, срок, процентная ставка, рейтинг и так далее. И прежде чем на сайте агрегаторе, к примеру, выбрать вклад, надо проверить, есть ли рядом логотип РФТ. Когда потребитель уже выберет себе лучшее предложение, ему станет доступна опция «Оформить онлайн», после выбора которой он попадает на финансовую платформу. Итак, как же начать пользоваться в первый раз? Первый шаг. Вы заходите на сайт-агрегатор и видите некий перечень финансовых продуктов, которые можно приобрести онлайн в один клик. Если вы видите рядом с кнопкой «Купить» логотип РФТ, это означает, что сделка будет совершена через финансовую платформу, то есть через Marketplace. И в офис идти не придется. В других случаях при клике на продукт сайт-агрегатор перенаправит вас на сайт банка, поставщика данного продукта. Второй шаг. Через сайт госуслуги вы проходите первичную идентификацию, после чего переходите на сайт финансовой платформы. Третий шаг. Вы попали на финансовую платформу. Если вы делаете это в первый раз, то система вам предложит зарегистрироваться. Обычно есть кнопочка «Зарегистрироваться через госуслуги». И в этом случае большая часть данных автоматически подгрузится с портала госуслуг, если у вас на нем есть подтвержденная запись. Важно помнить, что для быстрой регистрации вам необходимо иметь подтвержденную запись, подтвержденную учетную запись. Как это сделать, можно посмотреть на сайте госуслуг. Четвертый шаг. Вы зарегистрировались на финансовой платформе, еще раз проверяете все условия выбранного вами продукта и нажимаете «Оформить». И система уже сама вам подскажет, какие действия будет необходимо сделать далее. Возможно, для подтверждения идентификации к вам приедет представитель платформы. Такие правила прописаны, к примеру, как я уже говорила, у платформы «Финансовые услуги». И пятый шаг. После оформления вам должно прийти уведомление от РФТ о том, что вы купили продукт. После чего вы сможете его увидеть на сайте госуслуг в личном кабинете РФТ. Важно, что касается вкладов, что все вклады на финансовых платформах застрахованы в агентстве по страхованию вкладов АСВ в пределах страховой суммы 1 миллион 400 тысяч рублей. В случае отзыва лицензии у банка в пределах страховой суммы денежные средства вам вернутся автоматически через платформу. В чем же заключаются основные преимущества проекта? Для граждан это доступ к финансовым услугам онлайн в режиме 24/7, то есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это безопасность сделок и то, что все сведения о сделках хранятся в РФТ. Для работы на платформе клиенту необходимо зарегистрироваться на ней всего один раз, после чего он может беспрепятственно приобретать финансовые продукты во всех подключенных к ней банках, страховых компаниях и других финансовых организациях. Например, можно будет собрать в одну корзину на финансовой платформе несколько вкладов разных банков и перевести деньги буквально в один клик. Дополнительным уровнем доверия для потребителя будет отображение всех условий по финансовым сделкам, заключенным на финансовых платформах в РФТ. Что этот проект дает для поставщиков финансовых услуг? Это, конечно же, привлечение новой клиентской базы. Кроме того, это снижение стоимости привлечения и обслуживания клиентов. А также это аутсорсинг ряда сервисов. Для витрин-агрегаторов и платформ преимущество заключается в привлечении новой клиентской базы и технологическом развитии. Ну а для
всей финансовой системы России в целом – это, безусловно, развитие конкуренции и повышение финансовой доступности. А теперь, несмотря на то, что формат сегодняшнего мероприятия не предусматривает живого общения, давайте все же рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме. Возможно, именно их вы и хотели задать. Например, зачем мне покупать услуги на финансовой платформе? Финансовая платформа делает доступными предложения банков и других организаций по всей России. То есть вы сможете приобрести финансовый продукт от организаций, которых нет в вашем регионе, в вашем населенном пункте. Вам необходимо лишь стать клиентом платформы, и вы сможете в одном месте оформить ипотеку, открыть вклад, приобрести облигации или паи ПИФ, оформить ОСАГО, и все это не выходя из дома или, как любят писать журналисты, не вставая с дивана. Чем платформа отличается от обычного банка? Платформа – это, по сути, интернет-офис всех подключенных к ней, и банков, и других организаций, которые предлагают свои продукты. То есть вы можете сравнивать предложения и выбирать то, что подходит именно вам, и все это сделать на одной площадке без похода в офис финансовых организаций. Почему безопасно пользоваться платформой? По закону 211 ФЗ о совершении сделок с использованием финансовых платформ все платформы должны соблюдать требования по информационной безопасности, защите ваших данных и обеспечивать бесперебойную работу системы. Деятельность платформ находится под контролем Банка России. Как убедиться, что платформа работает законно? Все финансовые платформы состоят в реестре Банка России, и прежде чем на сайте-агрегаторе, например, выбрать вклад, проверьте, есть ли рядом логотип РФТ, регистратора финансовых транзакций, и после того, как вы нажмете кнопку «Купить» и перейдете на сайт платформы, проверьте, состоит ли она в реестре регулятора. Зачем мне нужен личный кабинет РФТ? Если вам необходимо подтвердить факт сделки, в любой момент вы можете зайти на портал госуслуги, найти по поиску РФТ и получить выписку по приобретенным в системе продуктам. Сколько будет маркетплейсов? Система Marketplace объединяет разные платформы с подключенными к ним финансовыми организациями, а также сайты-агрегаторы, клиентов и РФТ. Поэтому участников в системе может быть сколько угодно, но все платформы должны быть в реестре Банка России. Что делать, если у банка отозвали лицензию? Все вклады на финансовых платформах, как я уже говорила, застрахованы в агентстве по страхованию вкладов, и страховая сумма в размере, не превышающем 1 400 000 рублей, в случае отзыва лицензии у банков вернется на ваш счет автоматически через платформу. Насколько защищены персональные данные? Все финансовые платформы соблюдают требования по защите данных, бесперебойности работы и проведению безопасных платежей. После оформления сделки все данные попадают в РФТ, и выписка из РФТ доступна на портале госуслуг. Как можно обратиться в финансовую организацию? Если вам необходимо уточнить информацию по условиям сделки с организацией, продукт который вы оформили в системе, то вы можете обратиться на финансовую платформу, на которой вы совершали эту операцию. Ну и, наконец, какова роль Банка России в проекте? Банк России обеспечивает создание регуляторной среды для эффективного и надежного функционирования системы. При подготовке нормативного регулирования учитывается опыт пилотного запуска и анализ бизнес-моделей ее участников. Ни мобильного приложения, ни специального сайта с логотипом Банка России не будет. Я надеюсь, что информация, полученная вами в ходе моего сегодняшнего выступления, была для вас полезной, что вы узнали немного больше о проекте Marketplace и о финансовых платформах в частности. Основная мысль заключается в том, что маркетплейсы – это следующий уровень получения услуги, когда клиент через одно приложение получает доступ не к одному банку, а ко множеству поставщиков финансовых услуг.
Ожидается, что этот проект существенным образом изменит ландшафт финансового рынка. И у него, безусловно, еще есть большой потенциал роста, потенциал развития. Больше информации вы можете узнать на официальном сайте Банка России www.cbr.ru. Пройти можно по QR-коду, который вы видите сейчас на экране, а также на информационно-просветительском ресурсе Банка России «Финансовая культура» Финкульт.инфо. В ближайшее время там будет размещен материал, написанный как раз простым, понятным языком, без сложных экономических терминов. А я желаю вам успехов в эффективном освоении новых финансовых технологий в целях развития вашей образовательной деятельности и благодарю вас за внимание. Всего вам доброго, до свидания.